Все отлично, значит. Ну, так, 5 минут. 5 минут. Наверное, будем начинать. Значит, приветствую всех на нашем, скажем так, ядерном вебинаре. Я планировал провести его к 40-летию Чернобыльской аварии, но не получилось, поэтому как бы провожу сейчас, задним числом. Рассчитывал на 1,5 часа, ну, как бы посмотрим, как получится, потому что достаточно объемная тема. Все хотелось сжать по максимуму, но вот какие-то возникли проблемы с презентацией. Так что, ну уж как есть, так есть. Вот. Значит, все, начинаем. Ждать не будем. 5 минут прошло, в принципе. Начинаем наш вебинар. Вначале буквально пару слов я хотел сказать именно про Чернобыльскую аварию, про вот этот открывшийся 40 лет назад ящик Пандоры. Про то, что в обывательском сознании доминирует нарратив о завершении катастрофы. Вот я как бы несколько раз слышал про то, что катастрофа именно, как бы, ну, мы уже прожили, мы это прожили. В реальности же оказывается, что биогеоценоз региона, он прошел немногим более одного периода полураспада. То есть более одного периода полураспада базовых вот этих долгоживущих загрязнителей. И для понимания математики инцидента вспомню цифры из зачета научного комитета ООН, который говорит о том, что дисперсия исключительно изотопа цезий-137, она составила порядка 85 петабеккерель. Это примерно 27 килограмм в переводе на чистый изотоп. 27 килограмм в окружающей среде. И общий вот этот объем, он как бы примерно в 2000 раз превышает выброс при катастрофе в бразильской Гаяне. И получается, что после 40 лет, после Чернобыльской аварии, из этих 20 килограмм осталось примерно 11,5 килограмм стронция-137. Цезия-137. Стронция-90 из более чем 10 петабеккерелей осталось около 4. И это мы не учитываем еще трансурановые изотопы, как бы, и в том числе вот америциевый пик. Америциевый пик. Ассистента прошу показать второй слайд. Когда первично выпавший плутоний-241 с периодом полураспада всего 14 лет, он как бы путем чистого бета-распада трансформировался и сегодня еще продолжает массово трансформироваться в америций-241 с периодом полураспада уже 432 года. И самое интересное, такое, наверное, самое значимое достижение к 40-летию Чернобыльской аварии, это то, что мы достигнем кульминации вот этого америциевого пика лишь к 2055-2060 году. То есть этот высокомобильный радионуклид, он как бы абсолютно невидим для стандартных гамма-дозиметров, но, как известно, вызывает, и про что я уже неоднократно в своих заметках и статьях писал, вызывает фатальное канцерогенное повреждение клеточного аппарата легких при ингаляции. То есть альфа-эмиттер. Значит, также нельзя не отметить, что на фоне этой, скажем так, постоянно трансформирующейся радиационной угрозе добавилось еще и российское вторжение 22 года с масштабным механическим повреждением верхнего слоя почвы в зоне отчуждения. Ну и это, в свою очередь, привело к вторичной аэрозольной ресуспензии зафиксированных там изотопов. Скажем так, в связи с ресуспензией, конечно, нельзя не вспомнить и нельзя и вспомнить достаточно критический, но недооцененный фактор. Это масштабные лесные пожары, лесные торфяные пожары последних лет, как бы в Чернобыльской зоне отчуждения. Можно сказать, что они сегодня формируют новую нормальность для Чернобыльского региона.
из-за катастрофических изменений гидрологии, осушения болотных массивов и накопления сухой массы, борьба с глубинным горением торфяников сегодня она технически зашла в тупик. Вот. А температурная деструкция зараженного, изотопно зараженного лесного гумуса, который до сих пор служил какой-то такой примерно изолирующей подушкой, она сегодня провоцирует массовую вторичную аэрозольную ресуспенсию. Вот. А дым потом переносит эти изотопы на новые территории. То есть, завершая вот эту вводную часть про Чернобыльскую аварию, стоит отметить, что катастрофа-то не завершилась. Она просто перешла в такую латентную, еще более физически сложную фазу. Вот, значит, парадоксально, но именно сейчас, пока вот в этом чернобыльском гумусе копится америций, технологический мир требует гигаватта энергии и провоцирует лихорадочный ядерный ренессанс, основным драйвером которого как бы стал так называемый искусственный интеллект. Вот, то есть тренировки каких-то требовательных к энергии нейросетей, новые центры обработки данных, они все требуют тераватты круглосуточной электроэнергии, которую ветер и солнце физически не могут выдать в каком-то стабильном базовом графике. Еще ранее многие декарбонизационные программы и стратегии правительств, как минимум европейских правительств, они были парализованы долгим горизонтом окупаемости АЭС. Но в 2024 году на сцену вышли так называемые гиперскейлеры. То есть это корпорации уровня большой технологической тройки. Amazon, Google и Microsoft. И причем эти технологические гиганты вышли, скажем так, из места в карьер. То есть они решили не просто закупать электроэнергию, они как бы стали прямыми операторами и спонсорами развертывания ядерных станций. И тем самым совершили на рынке фактически прецедент мирового масштаба. И здесь мне как бы хотелось бы остановиться на этом поподробнее. Вот, на этих трех, скажем так, основных случаях. Значит, чтобы гарантировать энергонезависимость своим дата-центрам, Microsoft осенью 2024 года подписала гигантский 20-летний контракт с корпорацией Constellation Energy. Цель этого соглашения была модернизация и перезапуск первого энергоблока на той самой печально известной станции Тримейл-Айленд в штате Пенсильвания. Так, по прошлому слайде. Вот, отлично. Бюджет реконструкции составил 1,6 миллиарда долларов. Как бы, естественно, там присутствовали гарантии Министерства энергетики США и все прилагающееся в плане нормативных документов. Взамен к 2027-2028 году Microsoft планирует получать 835 мегаватт чистой мощности исключительно под работу своих серверов. Вот. Сразу за Microsoft активизировалась и корпорация Amazon, но уже со своей такой фирменной спецификой. Во-первых, они пошли путем так называемой прямой коллокации. То есть они купили кампус дата-центра Cumulus Data, который в буквальном смысле примыкает к действующей АЭС Сосуоханна, если не ошибаюсь, мощностью 2,5 гигаватт. При этом Amazon подписал договоры с ее оператором, компанией Talen Energy, на покупку почти 2 гигаватт мощности в формате за счетчиков. То есть, когда электричество не идет к серверам напрямую от шин АЭС, а полностью обходит национальную энергосеть. Поступает сразу в корпорацию. Это во-первых. Во-вторых, корпорация Amazon, она влила более $500 миллиона в перспективный стартап X-Energy. Он разрабатывает малые высокотемпературные модульные реакторы, основанные на так называемых шаровых топливных элементах. Там, по сути, это просто микрокапсулированный уран, или как бы еще часто называют это топливо трайсо. Вот. Первой пилотной площадкой стал проект Cascade в штате Вашингтон, который реализовался совместно с
энергохолдингом, который был реализован совместно с энергохолдингом Energy Northwest. Вот. Ну и, наконец, наш любимый Google. Корпорация давно испытывает колоссальный энергетический голод на своих полигонах для искусственного интеллекта, но в технологиях пошла концептуально другим путем. Осенью прошлого года Google утвердил выкуп 500 мегаватт мощности от достаточно известных таких инновационных реакторов компании Kairos, точнее, компании Kairos Power. Проект Kairos, и в частности их демонстрационная установка Гермес-2 в Теннесси, это такая самая продвинутая система, в которой теплоносителем выступают расплавы фторидных солей, солевой реактор. С инженерной точки зрения главная ценность таких систем заключается в их абсолютной пассивной тепловой безопасности. То есть при любом внешнем отключении питания реактор охлаждается естественным путем. И те самые фатальные станционные блэкауты, которые нам до боли знакомы по тревожным новостям Запорожской АЭС, они здесь как бы исключены законами физики. Вот. Хотя стоит отметить, что несмотря на весь энергетический оптимизм, заявления техногигантов здесь имеют свое бутылочное горлышко топливного цикла, назовем его так. То есть классические легководные реакторы потребляют низкообогащенный уран, до 5% по урану-235. А заявленные Амазоном и Google проекты вот этих передовых малых реакторов, они требуют уран, обогащенный до 20%. Вот. При этом интересно, что абсолютным монополистом мирового рынка такого типа урана является Росатом. То есть западному миру понадобятся, наверное, годы и многие миллиарды долларов затрат для создания какой-то независимой цепочки обогащения и производства первых партий своего топлива. Вот. А нейросети, они требуют гигаватта энергии прямо сейчас, но вся вот эта энергетическая инициатива «Спасатель Кремниевой долины», она фактически и стратегически зависит от государства, втянутого в затяжной военный конфликт. Попытки, конечно, стоит отметить, что попытки переломить эту монополию, они как бы идут, и со стороны европейских игроков, и со стороны американских игроков, но без каких-либо значимых подвижек. Россия все еще остается основным игроком на рынке высокообогащенного урана. Вот. Значит, но здесь как бы стоит заметить, что вот весь этот медийно стимулируемый технокорпорациями голод на гигаватты, он уже заставляет целые страны разворачиваться на 180 градусов и выбрасывать в мусорную корзину свои антиядерные законы. Самый яркий пример – это Бельгия. То есть страна, которая официально приняла доктрину полного закрытия ядерной энергетики до 2025 года, под угрозой дефицита мощности совершила полный разворот. И совсем недавно правительство срочно блокировало процессы демонтажа своих главных АЭС Ду и Тианж. Вот, чем продлила их жизнь на десятилетия, и вообще-то, в принципе, плана готовится строить новые реактора. Вот. К Бельгии можно, опять же, добавить и Италию, которая когда-то закрыла свои АЭС под давлением референдумов, а в 2023 году официально утвердила национальную платформу устойчивой ядерной энергетики. И фокус этой программы был на реинтеграции малых модульных реакторов в энергобаланс. Планировалось это все сделать примерно к 30-м годам. Вот. Также Швеция, которая десятилетиями руководствовалась доктриной постепенного отказа от ядерной энергетики, все той же осенью 2023 года выступила за радикальное изменение этой доктрины. Теперь уже к 2045 году в стране собираются построить множество новых ядерных установок, причем само строительство планируется вне уже существующих АЭС. Вот. И, конечно, не могу не вспомнить самый такой амбициозный пример агрессивного разворота – Польшу. В рамках государственного проекта страна к началу
2024 года подписала лицензионное соглашение для развертывания сразу нескольких новейших американских малых модульных реакторов, и притом построить их планировалось в ближайшее десятилетие с базовой площадкой на Вославике. Вот. И очень активно ведет, конечно, страна такую, скажем так, проядерную политику. То есть мы наблюдаем какой-то такой форсированный перезапуск проектов строительства атомных станций. Причем вот этот мирный атом, он возвращается в какой-то абсолютно немотивированной лихорадочной спешке. Повсеместное тиражирование объектов атомной, пусть и малой генерации в условиях плотной восточноевропейской застройки, высокоурбанизированных стран, плюс зоны геополитической и военной напряженности, все это формирует принципиально новый пласт радиационных рисков, вот, которые пока абсолютно игнорируются протоколами МАГАТЭ. Черная презентация, потому что тема такая. Про МАГАТЭ сейчас как бы у нас абсолютно черный фон. Так и должно быть. Вот. И, значит, АЭС в нынешнее время, они превращаются в абсолютно уязвимые мишени. Вот. На первый взгляд может показаться, что вот это амбициозное субсидирование ядерного ренессанса со стороны бигтеха и растущие риски региональных конфликтов – это два изолированных геополитических тренда. Но нет. В действительности мы здесь сталкиваемся скорее с синергией, на которую сегодня указывают многие исследователи. То есть, уходя от постройки единичных каких-то атомных бастионов вдалеке от городов, айтишные гиганты для своих дата-центров ориентируются вот на эту доктрину коллокации. И такая стратегия распространения малых модульных, как бы, она радикально в сотни раз увеличивает мировую площадь атаки, назовем ее так. То есть теперь мы переносим критический ядерный риск из изолированных охранных зон напрямую в логистические узлы, на какие-то прибрежные кампусы корпораций и на плотную европейскую индустриальную застройку. То есть Big Tech, он невольно лишает ядерную безопасность ее главного фактора – глубокого территориального и, скажем, аппаратного эшелонирования. Потому что дата-центр – это такой условный экономический нерв противника, и прикрепляя к нему ядерный микрореактор, мы де-факто превращаем сотни распределенных точек во всей Европе, ну или на Ближнем Востоке, в легко уязвимые тактические цели. То есть коммерческое желание айтишных гигантов отгородиться от национальных ЛЭП через свои прямые ядерные контракты, оно как бы парадоксальным образом гарантирует то, что любой военный удар по инфраструктуре ЦОДа запустит сценарий критического станционного блэкаута на этой площадке. Вот. И именно для того, чтобы как бы в полной мере осознавать вот всю перспективу этого масштабирования мишеней, нам нужно обратиться к текущим реалиям и урокам функционирования вот этих атомных крепостей в реальной зоне боевых действий. Вот. Как раз эта практика, например, на примере Украины, как бы она продемонстрировала тотальную несостоятельность самих основ современной ядерной безопасности при потере внешнего управления. Вот. Но если размещение таких модулей в Европе, оно как бы чаще вызывает дискуссии об экономике, то на Ближнем Востоке мы видим будущее этих систем в условиях реальной войны. И этот регион, он вполне может считаться регионом, где зародилась сама практика использования объектов мирного атома для военной эскалации. Полигон, на котором были отработаны и, что более важно, нормализованы методы радикальной ядерной геополитики. Вот. Все это в итоге и подготовило нынешнюю эру, где удары по реакторным контурам или лишение АЭС
электрического питания стали стандартным инструментом военно-политического шантажа. Вот. И здесь как бы я позволю себе погрузиться в историю, потому что как бы достаточно иллюстративна эта история и достаточно интересна. Вот. Значит, это, скажем так, назовем ее так, практика военно-политического шантажа, она фактически зародилась осенью 1980 года во время иранской операции «Палящий меч». Тогда как бы истребители Ирана первыми нарушили международное ядерное табу и атаковали французский исследовательский реактор Асирак или Тамус-1 под Багдадом. Вот. Тогда как бы в принципе из-за нехватки бетонобойных боеприпасов и холодного статуса объекта, то есть он был еще не загружен топливом, как бы, тогда этот инцидент ограничился просто разрушением контуров охлаждения. Вот. И как это, скажем так, не странно прозвучит, но своеобразным историческим бумерангом для Тегерана вот эта эскалация вернулась спустя полвека. Вот. Ну, а сам Тамус позднее, в 1981 году, был полностью разрушен израильской авиацией в рамках операции «Опера». Вот, как бы. И вот этих два действия, то есть иранское нападение на реактор и завершение через Израиль, оно как бы закрепило так называемую доктрину Бегина. Это право на превентивное уничтожение ядерных комплексов противника. Успешность, как показала жизнь, успешность этой доктрины, она была подтверждена в 2007 году в ходе израильской операции «Фруктовый сад». Тогда было проведено полное превентивное уничтожение сирийского графитогазового плутониевого реактора «Аль-Кибар», устройство которого было, в принципе, скопировано у КНДР. Вот, как бы. Плюс в том, что эта операция она была проведена накануне запуска топлива и позволила избежать какой-либо радиологической угрозы. Вот. Но, тем не менее, это навсегда превратило АЭС почти что в стандартный геополитический инструмент. Вот. Кто-то, конечно, может сказать и обязательно скажет, потому что именно Израиль заварил всю эту кашу. Но здесь я отмечу, что Израиль сам постоянно ходит по лезвию ядерной бритвы, потому что у Израиля имеются закрытые ядерные центры, это Нахаль-Царек и Негев в Димоне. И эти центры, они регулярно, целенаправленно подвергаются атакам со стороны вооруженных группировок и соседних стран. На всякий случай упомянул, кстати, что Нахаль-Сарек – это легководный реактор бассейнового типа на 5 мегаватт. Сам он по себе экспортный и получен еще в 50-х годах по программе «Атом ради мира». Вот. Расположен он в достаточно густонаселенной прибрежной зоне. А в Димоне находится тяжеловодный реактор, и в теории даже там, по-моему, имеются линии радиохимической переработки. Кстати, вот сейчас как бы на слайде у нас Нахаль-Сарек, немножко с задержкой пошел. А разговор у нас уже как бы про Димон. Вот. И здесь важно, кстати, понимать, что несмотря на то, что Димона очень хорошо защищена и железным куполом, и комплексами «Стрела», и там существует огромная зона запретная для любых полетов, тем не менее, я думаю, все помнят, что весной 2021 года вблизи центра Димона взорвалась сирийская зенитная ракета С-200. А потом в октябре 23-го было нападение со стороны Хамас. Опять же весна и осень 24-го нападение со стороны Ирана. То есть там неоднократно пролетали и перехватывались баллистические ракеты, срабатывали протоколы безопасности. Вот. Но здесь нужно отметить, что в целом стоит понимать, что какой-то условный прорыв ПВО или даже падение боевой части ракеты на израильские объекты, оно как бы не приведет к ядерному взрыву, но на территории таких центров зачастую хранятся бочки с высокоактивными жидкими радиоактивными отходами.
или вообще находится пристанционное хранилище отработанного топлива. То есть удар, направленный на эти объекты, он мгновенно сформирует мощный аэрозоль, мощный радиоактивный аэрозоль. И в сухом климате Ближнего Востока это будет масштабная грязная бомба. Тепловой удар плюс шквалистые пустынные ветры, они дадут в итоге какой-нибудь шлейф рутения 106 или 239 плутония или тому подобных долгоживущих актиноидов. Шлейф этот растянется на огромные расстояния и, скорее всего, приведет к фатальному для пустыни загрязнению глубоких водоносных горизонтов. Вот. После Израиля, конечно, после израильских ядерных объектов сразу мне хочется перейти на вот совсем недавнюю эскалацию на Бушерской АЭС Ирана, которая выводит уязвимости, очень, скажем, ярко выводит уязвимости ближневосточного ядерного кластера. Масштабирует. То есть мы здесь видим совершенно новый сценарий возникновения тяжелых запроектных аварий. Сценарии, которые продиктованы не столько прямым каким-то военным ударом по какой-то там условной гермооболочке, сколько разрывом критических систем жизнеобеспечения. Вот. Что такое Бушер? Что такое Бушерская АЭС? И в чем ее уникальность? Особенность этой АЭС в том, что фактически это техническая химера, потому что объект изначально возводился по западно-германским стандартам компании Kraftwerk, то есть компания сделала, как минимум отвечала за контайнмент, за метрическую и насосную базу, ну вот, а потом в эти стандарты пришлось втиснуть реактор ВР-1000 от Росатома. И теперь получается, что при поражении каких-то критических важных элементов энергомоста, например, при обесточивании, реактор окажется заложником своей нелинейной интеграции. То есть оригинальная западная периферийная аппаратура, она, в принципе, может просто не сработать в комбинации с российскими контроллерами при каких-то стрессовых непроектных ситуациях. И в итоге, конечно, получим каскадный конфликт систем управления. Плюс, говоря про Бушер, не стоит забывать, что станция строилась с 15-летним перерывом и принимала на себя все это время вот этого перерыва, она принимала на себя удары во время Ирано-Иракской войны. Плюс в условиях действующего десятилетиями технологического эмбарго и острой фазы военного противостояния операторы Бушера не имели доступа к оригинальным деталям от производителя. То есть, скажем так, наблюдалось существование в условиях жесточайшего нарушения цепочки гарантийных поставок оборудования и в основном оборудования для первого контура. Вот, поэтому для поддержания работоспособности на станции, на Бушерской АЭС активно применялся подход, скажем так, с импортозамещения. Вот. Логично, что в аварийных режимах надежность таких узлов надежность таких узлов, как бы, ее невозможно математически спрогнозировать. А если спрогнозировать невозможно, то кратно повышается риск какого-то катастрофического отказа. Например, при сейсмической активности или от поражения инфраструктуры во время боевых действий. Вот. В противоположность АЭС Бушер, АЭС Барака из Объединенных Арабских Эмиратов при всей своей технологической непохожести тоже стала заложником геополитики и добавляет, скажем так, свою толику неожиданных рисков. Напомню, что на этой АЭС установлены южнокорейские коммерческие реакторы поколения 3+. Ну, ладно, реакторы, они никак там защищены реакторным куполом. Но вот сама инфраструктура береговых насосных сооружений Барака, которая отвечает за водозабор из Персидского залива, она обладает нулевой защитой и является первичной мишенью для Ирана. Скажем, не только для Ирана,
и для хуситов, для Ирана и для хуситов. Точно она является первичной мишенью. И при этом обе эти, скажем так, и первый, и второй игрок, они как бы активно используют морские дроны камикадзе. Вот. А повреждение такими дронами насосов охлаждения, оно неминуемо сможет привести к блэкауту реактора. Плюс не стоит забывать, что оператор АЭС Барака полностью опирается на контрактный штат высококвалифицированных экспертов. Это в основном экспаты из Южной Кореи, Британии и Франции. При любой эскалации, при любом развитии какой-то региональной войны, посольства этих стран они немедленно эвакуируют своих граждан. Потому что это так называемый конфликт лояльности. Вот. И в условиях боевых действий АЭС рискует просто пережить мгновенный отток мозгов, оставив местные, пусть и обученные, но все-таки лишенные ведущего пула сменных начальников кадры. Вот. И кадры эти останутся один на один с реакторами в тяжелейшей стрессовой нагрузке на объект. Вот. Кстати, такой же социоинженерный эффект мы все наблюдали на Бушерской АЭС, когда Россия эвакуировала своих инженеров-атомщиков и оставила реактор непонятно на кого. Вот. Поэтому как бы в связи с этим хочется вернуться опять к истории Запорожской и Чернобыльской войны и, скажем так, к истории этих АЭС в условиях войны в Украине. Практика 22 года, она как бы продемонстрировала такую тотальную несостоятельность самих основ современной ядерной безопасности в зоне вот этих российско-украинских боевых действий. И мы как бы все увидели, что основная угроза исходит теперь не от повреждения сверхзащищенного купола реактора, а от критической зависимости станции от внешнего питания. Как только какому-то целенаправленному военному воздействию подвергаются открытые основные и резервные линии электропередач, любой реактор проваливается в фазу полного обесточивания. Вот. И в таком режиме поддержания расхода воды на расхолаживание активной зоны он опирается исключительно на запасы топлива аварийных дизель-генераторов. Напомню про то, что на Запорожской АЭС во время конфликта было зафиксировано свыше 20 полных остановок подобного рода. Вот. А еще более беспрецедентный случай, который просто нельзя не упомянуть, был зафиксирован весной 2022 года на территории Чернобыльской станции, когда из-за физического повреждения линии ЛЭП все системы оказались изолированы. И бассейны хранения отработанного ядерного топлива, так называемое ПОЯД-1, в котором размещались тысячи кассет с ядерными отходами, они как бы тоже лишились электрического привода насосов. И вся надежда тогда опиралась только на остатки резервного топлива. Вот. Достаточно такая иллюстративная вещь. И здесь обязательно нужно отметить про то, что президент войны в Украине, он как бы сломал так называемые незаменимые столпы МАГАТЭ. Это в первую очередь необходимость непрерывной независимой ротации смен и нормального психоэмоционального статуса инженеров. Поэтому работа сотрудников ОС под постоянным таким физическим давлением, она как бы по определению исключает, по медицинскому или психофизиологическому определению, она исключает адекватное принятие оперативных решений. Получается, что находясь в ловушке вот этих милитаризованных территорий, без ротации персонала, при обрубленных внешних сетях, ни один западный или советский тип реактора сегодня не имеет проверенного алгоритма спасения. А единственное профильное ведомство МАГАТЭ, оно просто остается наблюдателем этой катастрофы. Вот. Здесь я в который раз с радостью сфокусируюсь на критической слабости МАГАТЭ, о чем уже я
неоднократно заявлял в своих интервью и комментариях, про то, что речь там шла про то, что сколь-либо значимого инструментария для предотвращения военных рисков вокруг ядерных объектов у МАГАТЭ сегодня физически и юридически не существует. Мандат МАГАТЭ рассчитан на мониторинг, но он обладает нулевой, если даже не отрицательной легитимностью для сдерживания военных угроз. Это международное агентство, оно превратилось в то, что политологи достаточно обоснованно называют министерством глубокой международной озабоченности. Вот. И эта бюрократическая машина, она как бы образцово производит спектрометрию. Добавить. Вот, то есть эта бюрократическая машина, она как бы достаточно образцово проводит спектрометрию, какую-то инспекционную деятельность, в принципе, публикует отличные методологически выверенные теоретические отчеты по физической ядерной безопасности, но МАГАТЭ концептуально лишено механизма оперативного или военного сдерживания. И все их бумажные постановления, они не способны разместить комплексы ПВО над каким-нибудь новым безопасным конфайнментом ЧАЭС. Они не могут сформировать принудительную бесполетную зону над любой из АЭС. И вот до тех пор, пока такие изначально гражданские объекты мирного атома используются военными странами, воюющими странами, как элемент ядерного шантажа или живого щита, даже самая блестящая научная экспертиза не убережет ни одну ферму в опор ЛЭП от разрушения или ни один реактор от развития тяжелого станционного блэкаута. Вот, впустил слушателей. Значит, продолжаем. И мне здесь больше всего нравится моя аналогия про то, что сегодняшняя МАГАТЭ – это какой-то безумно дорогой международный датчик дыма. То есть он исправно висит под потолком, сертифицирован, у него есть инструкции на множестве языков, его он будет очень громко по всем правилам пищать в Твиттер свой, выдавать какую-то оглушительную сирену глубокой озабоченности, когда ядерный дом уже загорится от прилета ракеты. Но в конструкции этого датчика по определению не заложен встроенный огнетушитель. Он способен инструментально зафиксировать наступление катастрофы, но физически лишен даже минимальных рычагов, чтобы ее остановить. Просто уставом агентства в архитектуру этого датчика по определению не встроен огнетушитель. МАГАТЭ покритиковал, как бы, и теперь с учетом всего перечисленного мне хотелось бы оценить, какие еще АЭС в мире находятся в красной зоне, скажем так, в красной зоне эскалации военного конфликта. В качестве критериев возьмем, например, близость к линии боевых соприкосновений и риск морской или воздушной логистической блокады. Получится у нас три самых таких очевидных кластера. Это Тихоокеанский, Ближневосточный и Восточноевропейский. Восточноевропейский. Блин, включилось видео. Занесло меня и все. Занесло меня в разговорах про МАГАТЭ, я включилось почему-то видео. Значит, ищем красные зоны, в которых есть вероятность возникновения, скажем так, АЭС в риске. В качестве критерия возьмем близость к линии боевых соприкосновений и риск морской, воздушной, морской или воздушной логистической блокады. И как я уже сказал про то, что самые очевидные
кластеры – это Тихоокеанский, Ближневосточный и Восточноевропейский. Значит, для Тихоокеанского сектора это, конечно, Тайвань и действующая на ней АЭС Мааньшань. Плюс там еще есть остановленный Гашен. В случае какой-то условной блокады острова Китаем, тайваньский мирный атом мгновенно окажется в режиме осады. И, скорее всего, этот режим осады будет проходить по кейсу АЭС Барака. То есть будут наблюдаться прерванные морские поставки конфликтующих, плюс потенциальные удары по прибрежной инфраструктуре, по ЛЭП. Все это будет приводить к станционному блокауту без какой-либо возможности эвакуации или подвоза внешней помощи морем. Далее, возвращаясь к ближневосточному кластеру, там есть еще Турция с АЭС Акую, которую строит Росатом. Площадка расположена, ну, для тех, кто не в курсе, напомню, что площадка расположена на побережье Средиземного моря и находится достаточно близко к Сирии и, как следствие, к операционным зонам ближневосточного конфликта. То есть те же линии электропередач, они могут быть целью как для террористических атак, так и попасть под какие-то ошибочные прилеты баллистики. Вот. Опять же, к ближневосточному сектору можно отнести и возводимую в Египте АЭС Эль-Даба с абсолютно теми же проблемами. Вот. И третий регион, восточноевропейский, это украинские Ровенская, Хмельницкая, Южноукраинская АЭС и Курская АЭС на территории РФ, чья инфраструктура в последние годы оказывалась непосредственно в зоне доступа фронтовых дронов и ну, по большому счету, и ракетного вооружения. Получается, что сегодня ни базовый, ни какой-то тяжелый станционный блэкаут больше не является крайне маловероятной цепочкой аппаратных сбоев по классификации МАГАТЭ. То есть здесь важно понимать, что человечество готовило безопасность станции под противостояние каким-то мирным природным стихиям, под слепой отказ железа, например. Но в результате осталась полностью технологически безоружная против угрозы целенаправленных обстрелов. Вот. И получается, что констатировав этот глубокий назревающий, даже уже не назревающий, назревший кризис, мы должны попытаться честно ответить на вопрос, что же с этим всем делать? То есть, если человечество не может остановить войну, мы обязаны как минимум лишить войну радиационных дивидендов, скажем, назовем их так. То есть нам нужна принципиально новая парадигма выживания ядерных объектов. И под эту техзадачу я попробовал написать, сделать небольшой такой фреймворк из 5 важных пунктов. Конечно, у меня большие сомнения, что это дойдет куда-то к политикам или тем, кто формирует мировую ядерную политику, но заявить, по крайней мере, я думаю, попробовать можно. На первое место я бы поставил коммерциализацию рисков и асимметричное сдерживание. Здесь отмечу, что, конечно, такое самое первое и эмоциональное желание у меня было сказать о том, что необходимо полностью запретить постройку классических легководных водоводяных реакторов, потому что у них колоссальное избыточное давление в контуре, и они взрываются водородом при закипании теплоносителя. Вот, то есть, и я слышал такие предложения про то, что давайте же заменим их вот этими жидкосолевыми, о которых я рассказывал в начале вебинара, или тройсо-реакторами на урановых шариках.
Но я трезво понимаю, что, во-первых, мы не сможем просто так вот взять и запретить 80% мировой атомной генерации. А во-вторых, мои любимые эти жидкосолевые реакторы большой мощности, они попросту пока не существуют в природе. То есть вот это первый этап. Второй этап, тоже часто я слышу такое заявление про то, что МАГАТЭ должна защищать станции какими-то своими комплексами ПВО. Ну, здесь комментировать нечего, как бы он нет. И я считаю, что сдерживание может и должно стать финансовым и страховым. То есть на каком-то международном уровне необходимо создать отдельный механизм экстерриториального страхования ядерных блоков. То есть если национальный или вот как в США частный оператор, например, условный Amazon или Google размещает свой реактор в красной зоне, он должен быть включен в глобальный трастовый пул. И в случае какой-то целенаправленной военной атаки, например, наша АЭС атакует государство-агрессор, алгоритмы должны автоматически блокировать активы нападающей стороны. То есть мы, в принципе, не сможем остановить ракету резолюцией, но если выстрел по какому-то дата-центру с реактором гарантированно означает моментальную заморозку резервов на сотни миллиардов, то архитектура риска для военщины кардинально изменится. Защиту должны формировать законы экономики, а не голубые каски. Вот это первый мой посыл. Второе, давайте введем рейтинги безопасности для лицензирования новых реакторов. За основу, например, возьмем аптайм, такой ядерный аптайм, время, в течение которого обесточенный реактор выживает без вмешательства людей и энергии извне. Для стран красного списка вот этих трех секторов, которые я перечислил выше, то есть территории с высоким риском региональных конфликтов, для них должно быть наложено эмбарго на любые проекты, чья пассивная безопасность меньше, скажем, 7-15 суток. Ну, это обсуждаемо. Если какой-то регион горит в огне войны, право на возведение реакторов получают исключительно технологии типа ТРАЙСО, какие-нибудь свинцовые реакторы или высокотемпературное газоохлаждение. То есть те самые системы, физика которых принципиально позволяет бросить реактор в поле без насосов охлаждения и ничего не случится. То есть если эвакуируются какие-то специалисты-ядерщики, не будут работать насосы охлаждения, ну и что? Расплав просто кристаллизуется по законам термодинамики, и никакого водородного взрыва. Все как и должно быть. Вот. То есть пусть именно геополитика станет неотъемлемым критерием при лицензировании реакторов на уровне, я не знаю, Всемирной ассоциации организаций эксплуатирующих АЭС. Вот. Третье, как бы, оно тесно связано с ядерным ренессансом и вот этим ожидаемым экспоненциальным размножением десятков и сотен малых модульных реакторов мощностью до 100 мегаватт. То есть, например, реактора для обеспечения жизнедеятельности нейросети. Мы, глядя на это все, ясно, что мы не можем превращать всю нашу поверхность континента в какое-то радиологическое минное поле. Классический бетонный контайнмент, вот этот купол, он уже, в принципе, стал пережитком прошлого. Вся архитектура реакторов, малых модульных реакторов, как бы она должна быть переведена в обязательное шахтное подземное исполнение. Например, размещение микрореакторов в базальтовых скалах или в каких-то
сухих глубоких выработках, оно сделает саму литосферу планеты каким-то естественным бронежилетом от тех же бетонобойных бомб. Давайте уберем цель с поверхности Земли и лишим армии смысла по этим целям бить. Четвертое, значит, опыт украинских блэкаутов доказал, что АЭС становится инвалидом, как только падает макросеть, к которой она привязана. Основная энергетическая сеть. Значит, нам нужно уже на этапе проектирования отделять жизненный цикл станции от макрополитики сети. Например, для обеспечения холодного контура охлаждающие насосы должны подпитываться не от аварийных дизель-генераторов на соляре или каких-нибудь там внешних высоковольтных линий, а от изолированных аппаратных островов генерации, от микрогридов. И обязательно это должна быть неуязвимая ветра и солнечная энергетика, которая, то есть солнечные панели и эти ветряки, они как бы сносятся ударной волной на раз-два. Пусть это будет замкнутая, высокоэффективная геотермалка. Ну, плюс еще, возможно, какой-нибудь там собственный водородный резерв. Война в энергосистеме страны не должна обеспечивать систему охлаждения ядерного блока. Вот. Но здесь, конечно, стоит отметить, что геотермальное питание, оно способно питать циркуляционные насосы только малых модульных реакторов. То есть то, что я упоминал, до 100 мегаватт. А гигантские циркуляционные насосы легководников там на пару гигаватт геотермальной энергии мы не сможем удерживать. Это пока еще фантастика. Но, повторюсь, для малых модульных абсолютно осуществимый реальный проект. Вот. И, наконец, пятое, связанное с гражданским обществом и относящееся, в принципе, к каждому из нас. Здесь стоит сказать про то, что ни одно государственное или межправительственное ведомство, как мы видели на всех авариях, которые произошли за последнее время, оно не имеет мотивации предоставлять правду в первые самые кризисные часы аварии или выбросов. И все эмоциональные попытки, которыми я, кстати, постоянно занимаюсь, все эмоциональные попытки готовить из забывателей ликвидаторов с помощью каких-то FFP3 респираторов, они здесь по большому счету бесполезны. Вот в эту эпоху распада межгосударственного доверия будущее лежит за гражданским АСИНТ и ее децентрализацией. В зонах прилегания АЭС в каком-то абсолютно ультимативном порядке должны разворачиваться негосударственные open-source радиометрические межсети. То есть датчики Гейгера и какие-то автономные гражданские спектрометры должны стать стандартом каждого жилого комплекса. То есть неотъемлемым элементом умных городов, таким как сейчас являются, например, метеостанции. И в случае какой-то военной ЧС легитимным становится открытый децентрализованный мониторинг на местах. А независимые сети АСИНТ-экспертов должны заместить вот эту нерешительную бюрократию международных агентств. Здесь очень важно понимать, что достоверность радиационных данных должна перестать быть привилегией чиновников и стать каким-то суверенным цифровым правом населения. Вот. Ну, на этом, наверное, все, что я хотел сказать, я и сказал.